Литва, Германия, Италия, Китайская Народная Республика, а также Москва, Санкт-Петербург, Париж. Такова география 19-го фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуриева. На самом главном театральном событии не только сезона, но и, видимо, года. Но прежде чем рассказать о сегодняшней постановке, это спектакль «Баядерка», который в свое время поставил на сцене Уфимского театра оперы и балета Шамиль Тырыгулов, мы расскажем о днях предыдущих. Второй и третий фестивальные дни были отданы гостевым спектаклям «Симфония ин балетто» и «Чайковский» итальянских балетмейстеров Лилиано Кози и Маринелли Стефанеску. Вы в свое время объездили весь Советский Союз, побывали во всех союзных республиках, учились. Я была тоже в Уфе, была в 1973 году, потому что я гастролировала по Союзу, когда еще было Союза, и каждый год меня пригласили на 10-12 спектаклей «Лебедино», «Жизель», «Спящая». И каждый год я приехала и танцевала с местным партнером. Вот так. Я в этом периоде я была прима-балерина из Ла Скала в Милане. И тоже я много там танцевала с Нуреев, когда он был в Ла Скала, и тоже когда он был в других театрах, я с ним танцевала много. Жизель, и «Спящая», и «Лебедино», и «Щелкунчик». Он ауфа не говорил, это нормально. Ну, когда потом меня пригласили в этом городе, я ему сказала: ты знаешь, что я буду в твой город? Он был очень доволен, но не очень он говорил об этом, потому что в этом время, да, нельзя было. Он был очень профессиональный, очень серьезный, и он любил танец до когда умер. Это правильно. Потом я имел возможность работать с ним, для примера, Раймонду в Цюрихе Оперхаус, и был второй дистрибуция после него. Очень-очень профессиональный, очень талантливый, виртуозный танцор. Что навевает сцена Башкирского театра оперы и балета? Вы вошли в этот зал, вы ходите по ступенькам, по коридорам, по которым когда-то мальчишка... Нет, много фото везде, и это квартет, это потрясающий театр. Вдохновленный величайшей музыкой русских композиторов Рахманинова, Скрябина, Чайковского, а также Брамса и Листа, неоклассические постановки Маринелли Стефанеску для уфимской публики необычны, но тем не менее встречены благосклонно. Нам очень понравилось. Очень красиво танцуют, легко, воздушно. Единственное пожелание, конечно, живой оркестр хочется. Очень понравились солисты, высокий класс показывают. В принципе, я очень довольна. Если публика любит музыку, если музыка красота, если публика любит гармония, будет понравиться наши балеты. Вкратце, о чем этот спектакль? Содержания нету. Не существует содержания, только интерпретация, музыка. Музыка – это самое главное. Музыка и хореографика, и балет, и танец, и техника. Все вместе, без содержания. Но вы являетесь более всего связующей нитью между Францией и Россией. Скажите, первый раз, когда вы услышали об этом фестивале и заинтересовались им? Впервые услышал от Юрия Николаевича Григоровича. Он мне сказал: Виктор,
Там чудный балет, там чудные люди. И даже вот буквально вылетая из Парижа, я ему позвонил домой и спросил: Юрий, я хочу очень вас пригласить в Париж на 31 мая. Потому что 31 мая в Palais de Congrès, это значит во Дворце конгрессов в Париже, самый большой зал, 4000 мест, состоится большое гала-представление в честь 75-летия со дня рождения Рудольфа Нуриева. Еще дальше, еще раньше, мне про Уфу рассказала такая Ариан Долфюс. Это журналист, который написал вот такую толстенную книгу про Рудольфа Нуриева. Это с моей интервью какие-то там брала. Во всяком случае, это великолепная, гигантская книга, которая дает очень четкое представление о том, кто был такой Рудольф Нуриев. И вот она 2 года тому назад была приглашена на этот фестиваль. Она мне рассказывала, что этот фестиваль совершенно необыкновенный, волшебный, потому что здесь, во-первых, люди замечательные, здесь праздник истинный, праздник танца. Здесь все свято. Баядерка Людвига Минкуса на сцене Башкирского театра оперы и балета появилась десятилетия назад. Эта прекрасная и трагичная история великой любви была поставлена незабвенным Шамилем Таригуловым. В разные годы главную женскую партию, сменяя друг друга, исполняли Гузель Сулейманова, Гульсина Мавлюкасова. Ныне баядерку украсили своим выступлением гости фестиваля, артисты Мариинского театра Екатерина Кандаурова и Евгений Иванченко, исполнители главных партий Ники и Салора. Их уфимцы запомнили по «Лебединому озеру» еще на 17-м Нуриевском фестивале. Скажите, а как Екатерина Кандаурова сегодня гармонировала с башкирской труппой? Тем более вы ее так любите. Вы знаете, замечательно, по-моему, потому что выучка нашей труппы хорошая, и, в общем-то, никакого диссонанса нету. Это действительно замечательные пары, Евгений Иванченко и Екатерина Кандаурова. Они в прошлый фестиваль у нас танцевали «Лебединое озеро». Это был фурор. Вы знаете, это просто был фурор. И в этом году я опять пригласила их на «Лебединое озеро», потому что зрители были в восторге. Но балерина сказала, что я бы хотела вас в другом спектакле показаться. Ну, слово балерины закон. А ее партнер? Партнер тоже замечательный. Он в этом году даже в лучшей форме, чем в прошлом году. Он похудел, легче стал. И замечательный, конечно, партнер, и плюс еще актер, что немаловажно для сцены. Второй раз, конечно, уже практически как домой приехал. Знакомый зал, знакомая сцена, люди знакомые, артисты, педагоги. Конечно, очень приятно, тем более, как вы сказали, что Нуриев здесь ходил. Тоже очень большая честь. Сцена очень, конечно, хорошая. Сделали пол балетный, постелили. Вообще замечательный профессиональный театр, профессиональные артисты, оркестр, дирижер. Все было удобно, хорошо. Сценография. Ну, отличается, конечно. Сейчас тоже очень ярко. Даже я свои костюмы как-то так скромными почувствовал. По сравнению, да, конечно. Красиво, да, все так удобно. Успели уже пообщаться с публикой, она просто в восхищении от вас. Ну, очень приятная такая реакция, и теплый прием зрителей тоже для меня очень важен, поскольку не так часто, все-таки второй раз, могла что-то забыться, но сегодня я чувствовала, что есть, наверное, какие-то зрители с прошлого раза, которые приходили, какая-то теплота из зала. И труппа, также хочу сказать, что они
очень помогали. И все какие-то моменты, которые нам нужно было проверить, прорепетировать, беспрекословно все нам подсказывали. Очень приятная обстановка была. Я получила огромное удовольствие. Я не знаю, как, может быть, даже больше, чем зрители за сегодняшний спектакль, находясь на этой сцене. Масса удовольствия. Екатерина, сегодня была телеверсия вручения «Золотой маски». Быть еще раз номинированной на эту главную театральную премию – это большая честь. Ну, думаю, да, даже не столько честь, сколько просто эта партия «Титания. Сон в летнюю ночь» для меня была какой-то особой. Она, когда появлялся спектакль у нас в театре, мне казалось, что он не так серьезен и не так, может быть, интересен зрителям. Но после того, как мы потанцевали его и почувствовали реакцию зрителей, мы поняли, что такие спектакли необходимы. И номинация именно за эту роль мне была очень приятна. Я с Екатериной познакомилась, когда она приезжала к нам танцевать в «Лебединое озеро». Не буду кривить душой, я влюбилась в эту балерину. И когда я узнала в этом году, что приезжают снова к нам они, и то, что я с ними буду танцевать в Гамзате, у меня был такой шок и дикое волнение, которое закончилось только после того, как я танцевала свою партию. Балерина Мариинского театра, это для меня считается эталоном. Никакой другой театр не перекрывает их. И вот это как академизм, это аккуратность, это строение образа под каждую балерину. Здесь вот именно я вижу работу образа над каждой балериной. Я восхитилась, я признаюсь честно, я в восторге. И от Евгении Иванченко, да, прекрасный партнер. Давно не танцевала с такими высокими партнерами, с такими удобными партнерами, где практически буквально не напрягаешься, вот не тратишь физических затрат. То есть, и, конечно же, от Екатерины. 5-й и 6-й фестивальные дни были отданы Эдит Пиаф и Дон Кихоту. Гости фестиваля, солисты русского камерного балета из Москвы, участники танцевальной палитры России подарили уфимцам удивительную встречу с творчеством великой француженки в балетной интерпретации хореографа Марины Никитиной. В «Дон Кихоте» солировал гость из Германии Дину Тамазлакару, который уже не первый год любит гостить по весне на родине великого Нуриева. А 23 апреля 19-й международный фестиваль балетного искусства в Уфе представлен «Жизелью» спектаклем труппы Башкирского театра оперы и балета с участием солистов Национального балета Китая. Подробности завтра в 22:30.